Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Елена Камалова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Хаски покусала трехлетнего малыша в Новотроицке. Собака набросилась на ребенка. Снегопады продолжаются. Как коммунальщики справляются с очисткой крыш? Знают язык с пеленок. В Набережных Челнах прошла олимпиада для дошкольников на знание татарского языка. Опасные зимние развлечения. Как не скатиться на тюбинге прямо в больницу? В селе Новотроицк на трехлетнего ребенка напала собака. Животное покусало мальчика в области переносицы. К счастью, отец малыша был рядом и быстро отвез сына в больницу. Подробности произошедшего в сюжете Лилии Хабибьяновой. Она уже его повалила, когда увидела ребенка, он уже лежал на снегу на дороге. Все произошло в считанные секунды, говорит Руслан Шакиров. В 3 часа дня он, как обычно, чистил придомовую территорию от снега. Дети были рядом. И откуда ни возьмись, появились собаки. Одна из них напала на трехлетнего ребенка. Буквально отвернулся там на секунду. Она уже отошла от него, когда я подошел к ребенку, он уже был весь в крови. Все, я его взял на руки, старшую дочь тоже под мышку, собаки забежали ко мне во двор. Закрыл калитку, и мы сели в машину и ехали в больницу. В КДМЦ ребенка быстро осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. Поступил ребенок с укушенной раной носа. Оказана вся необходимая помощь. Рана ушита, проведена вакцинация от бешенства. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии, лечение получает. Врачи наложили 3 шва. По словам отца ребенка, сейчас семье придется искать пластического хирурга, чтобы убрать шрамы на лице. Но больше всего его беспокоит, что малыш получил сильнейший стресс. Он очень напуган и хочет к маме. Однако домой отец с ребенком попасть не может, так как одна из собак все еще находится во дворе. Позвонил в ветеринарную службу государственную, все, что нашел в справочнике. Они сказали, мы отловом не занимаемся. Позвонил в прокуратуру. Попросил, чтобы посодействовали, чтобы кто-то приехал, я домой попасть не могу. Вот с ребенком приехали, час стоим, в гараже сидим, выйти не можем, домой попасть не можем. Дома дети тоже выйти не могут. Заложники такой ситуации глупые. Видно, что собака породистая, есть ошейник, вся исхудавшая и неухоженная. Кто ее хозяин, никто не знает. По словам главы Новотроицкого поселения, по решению данной проблемы уже начата работа. Вот буквально в ближайший час подъедет, наши ветеринары, заберут собаку, увезут ее на обследование, чтобы понять, есть ли у нее какие-то заболевания, которые могли бы передаться ребенку. Также сообщение передано в Тукаевскую УВД, то есть примем меры по поиску владельца собаки. Если окажется, что у этой собаки есть хозяин, то он будет привлечен к административной, гражданской или даже уголовной ответственности. Правительством утвержден перечень потенциально опасных собак, с которыми свободно гулять можно только в специально отведенной зоне. Ответственность за вред, причиненный гражданину либо его имуществу, несет владелец питомца, а в случае его отсутствия ответственность возлагается на муниципальные органы. Это уже не первый случай, когда на ребенка нападает собака, в том числе и домашняя. Руслан Шакиров просит, чтобы власти наконец обратили внимание на проблему свободно гуляющих животных. Они сбиваются в стаи и становятся опасными. Возможно, стоит ужесточить ответственность для хозяев, оставляющих питомцев на самовыгуле, рассуждает отец пострадавшего мальчика. Его сыну теперь требуется длительная реабилитация, в том числе и психологическая. Лилия Хабибьянова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 51 31 31. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8 939 311 31 31. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. В Набережных Челнах продолжаются обильные снегопады. Коммунальщикам это доставляет дополнительные хлопоты. Труженикам Снежного фронта приходится до 5 раз подниматься на кровли домов, чтобы сбить сосульки, убрать шапки и навесы. Наша съемочная группа также присутствовала при очистке крыши.
Лишиться снежных шапок и навесов настала очередь пятиэтажки 7-10. Альпинисты очищают козырьки подъездов, крышу дома. Зима снежная, работы много. И пока одни трудятся на высоте, другие следят внизу, на земле, чтобы при очистке кровли никто не пострадал. Очистка крыш производится во всех домах по утвержденному графику, а также при необходимости привлекается дополнительные силы альпинистов. В ведении управляющих компаний электротехников и Римжилстрой 228 домов. После обильных снегопадов в день коммунальщики успевают справиться с завалами на крышах от 2 до 5 домов, в зависимости от количества подъездов. Что касается самовольно построенных козырьков на последних, на 5-х этажах, то их собственники квартир должны очищать сами. Но, по словам коммунальщиков, нередко во время уборки крыш от снега они также производят уборку и на козырьках. Это они объясняют тем, что лучше предотвратить ЧП, ведь не всегда собственники квартир очищают козырьки балконов от снежных покрывал. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. И снова в выходной. В субботу челнинские школы вновь будут закрыты для учеников. В образовательных учреждениях объявлен День здоровья. Запланирована дезинфекция и уборка. Все из-за неблагоприятной эпидситуации по ОРВИ COVID-19. Напомню, в одном из выпусков мы рассказывали о том, что в 46 школах классы находятся на разобщении. Знать татарский язык с пеленок. В Набережных Челнах прошла олимпиада для дошкольников на знание татарского языка. Формат проведения также был необычным – онлайн. Справились ли малыши с заданиями в нашем сюжете? Этим 4 малышам выпала честь выступать за родной детский сад номер 82 «Подсолнушек». Отбирали их среди всех ребят дошкольного образовательного учреждения. Я знаю хорошо татарский язык, но лучше меня знает Хофиз. На детском саду мы угадывали загадки, стихотворения, читали. Всего на олимпиаду по татарскому языку заявлялись 60 детских садов. В каждой группе по 4 ребенка. Но уже после первого этапа большинство отсеялись. Из этих 60 детских садов вышли 10 садов в финал. И сейчас уже вот сегодня проводится финальный этап. Среди этих 10 детских садов мы определим 1, 2, 3 места, и другим уже будут обозначены номинации. Финальный этап состоял из 3 заданий. Графический диктант, по картинке угадать сказку и автора произведения. По результатам проверок первое место разделили сразу 3 детских сада под номерами 81, 82, 83. На втором месте расположился 130-й. Замыкая тройку призеров 104 и 127 детские сады. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Санаторий Шифалы Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1 этаж. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Популярные, но опасные с начала зимы в травмпункт Камского детского медицинского центра с жалобами на различные повреждения обратилось 10 любителей тюбинга. 4 из них были госпитализированы с компрессионным переломом позвоночника. По словам врачей, такие серьезные травмы выбивают ребенка из обычной жизни на целый год. Какие правила безопасности надо соблюдать, катаясь на ватрушке, узнаем в нашем сюжете. Держишься? Да, держусь. Все, поехали! Катание на ватрушке – любимая зимняя забава Эвелины и Каролины Хабибрахмановых. На ней девочки в основном катаются в Парке Победы. Сегодня решили изменить свой маршрут. Вместе с мамой пришли испытать острые ощущения на склонах карьера парка Прибрежный. Я стараюсь под родительским контролем держать все спуски. Мы стараемся выбирать горки более аккуратные. На карьере всегда многолюдно. На тюбах катаются и дети, и взрослые. Сюда вот приехали первый раз. Ну, здесь нравится. Здесь круто. На мой взгляд, лучше отдых зимой. Дети у меня катаются уже где-то с 3-4-летнего возраста. Катались с отцом. А
сейчас уже самостоятельно. Маленьких любителей экстрима не пугают даже самые крутые трассы. Ватрушку можно сравнить с автомобилем без руля и тормозов. Она развивает очень высокую скорость, до 60 км в час, и остановить ее невозможно. Поэтому популярная зимняя забава может завершиться плачевно. Если ребенок говорит, спина болит, то лучше, конечно, его лежа оставить, не поднимать на ноги, вызвать скорую помощь. Если это болит, допустим, конечность, рука, то ли перелом, то ли растяжение, то ли ушиб, родитель не сможет сразу диагностировать, естественно. Поэтому надо какую-то иммобилизацию наложить. Если есть возможности, какие-то там есть подручные средства, то с подручными. Если нет, тогда делается очень просто. Если это рука, она прибинтовывается к туловищу или чем-то привязывается, если бинта нет. Затем следует обратиться в травмпункт. Чтобы не попасть в больницу, необходимо соблюдать меры безопасности. Кататься лучше в специально отведенных местах. Если горка не обустроена, необходимо осмотреть ее на наличие препятствий. Это могут быть сугробы, ямы, камни, кустарники. В один тюбинг сажать двоих детей никак нельзя. Они будут травмироваться друг об друга. Ребенок должен один кататься. Допустимо, если ребенок до 3 лет и взрослому очень хочется его покатать, то, конечно, допустимо, чтобы он сидел, естественно, с ребенком. Кроме того, в тюбинге обязательно надо сидя кататься. Там недопустимо лежа, лицом вперед, лежа лицом назад или даже стоя. Некоторые желают покататься. Также ни в коем случае нельзя кататься на тюбах, привязанных к транспортному средству. Вместо ватрушек для катания лучше выбрать классические санки, советуют врачи-травматологи. А вот ледянки также опасны, как и популярные сегодня тюбинги. Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, новости Челны ТВ. 4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологией. Смертность от рака находится на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому так важно заботиться о своем здоровье, регулярно посещать врачей, ведь лучшее лечение – это профилактика. Но медицина не стоит на месте. Сегодня даже самые сложные пациенты имеют шансы на выздоровление. Какие методы лечения применяют в Набережно-Челнинском онкодиспансере, узнала Лилия Гатина. С 2018 года в России стартовал проект здравоохранения, в структуру которого вошел федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ярким примером реализации программы стала поставка современного оборудования в новый филиал Набережно-Челнинского онкологического диспансера. Современные маммографы, МРТ и рентген-аппараты, новейшие компьютерные томографы. Это томограф, оснащенный лазерными центратами. Да? Здесь видим мы не совсем обычную столешницу, здесь происходит укладка. Значит, здесь снимаем и формируем опухоль. Сердце онкологического диспансера – отделение лучевой терапии. Медучреждение может похвастаться уникальным оборудованием, например, лучевые ускорители. Это самый современный аппарат, который есть, значит, в мире. Он компании Varian. Здесь также есть 4D-планирование, когда мы можем совместить все это с дыхательной стабилизацией. Аппарат дышит вместе с пациентом. Это сделано для того, чтобы, значит, опухоль облучать точно. Выявлять болезнь как можно раньше сегодня, пожалуй, самая главная задача всей онкологической службы. Именно для этого не только диспансер оснащается передовым оборудованием, но и медики изучают современные методы лечения. Вакуумно-аспирационной биопсией на данный момент в Татарстане владеет только наш онкологический диспансер. Этот метод позволяет взять биопсионный материал за короткий промежуток времени у пациента с подозрением на злокачественную патологию. Также с помощью этого метода можно малоинвазивно, не погружая пациента в наркоз, и убрать у пациента доброкачественного образования, например, фиброаденому молочной железы. По данным ВОЗ, до 40% случаев заболевания можно предотвратить, поэтому врачи советуют не пренебрегать профилактикой, регулярно проверять свое здоровье и стараться вести здоровый образ жизни. Кроме того, медики отмечают, что на ранних стадиях болезни лечение работает особенно эффективно. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Лучших деятелей искусств выбрали в Челнах. В картинной галерее города открылась 20-я конкурсная выставка «Художник года-2021». В экспозицию вошли 143 работы от 113 художников. Они представили свои произведения искусства в 7 номинациях. Кто оказался лучшим – в нашем сюжете. Это называется «Мой узорчатый мир». И вот как бы типа солнышко
изобразила сначала на бархате это узоры, они все мотивы татарской орнаментуры. Пионы, ромашки, тюльпаны. Хания Гариева пишет живопись и вышивает народные шедевры. Челнинка около 20 лет проработала в художественной школе и буквально живет искусством. В конкурсе «Художник года» Хания Гариева участвует каждый год с самого его основания. Ни разу не пропустила. И из них где-то 10-11 раз стала дипломантом первой степени, именно вот по народному творчеству. Хания Гариева стала художником года 2021 в номинации «Народное искусство». Жюри также оценивали работы в номинациях «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство», «История и современность», «Новые имена». В последней победительницей стала молодая художница Гузель Исаева. Она представила на конкурс 2 картины и впервые выиграла в нем. 2 живописные работы. Первая работа называется «Груши и сыр в полдень». Это такой полуитальянский натюрморт. Немножко камерный, немножко такой минималистичный, но очень вкусный, на мой взгляд. Вторая работа моя представлена, это иллюстрация, свое видение иллюстрации к работе Гадели Кутуя Топшурма Хатлар. Работы победителей действительно заслуживают звания лучших. Эксперты жюри тщательно отбирали произведения искусства, оценивали индивидуальный стиль художника, уровень и качество работы. Из почти 300 произведений на конкурс отобрали только 143. Половину из них только мы смогли принять после отбора выставочным комитетом. Критерии были очень жесткие, требования жесткие. И это творческое направление, то есть это индивидуализм, то есть индивидуальный стиль, да. Также это участие в разных выставках, разных уровней. И, конечно же, само произведение должно быть на высоком уровне. Все 7 произведений, ставших лучшими, останутся в фонде Набережно-Челнинской картинной галереи. Ознакомиться с работами выдающихся художников можно до 20 февраля. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды, а сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи на нашем канале.